Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Главный зимник республики на стадии подготовки. Когда откроют переправу Якутск-Нижний Бестях, дорожники назвали примерную дату. Долгожданный бесконечный ремонт. В 4 многоквартирных домах Якутска не завершили капитальный ремонт. Как это объясняет фонд капремонта, чего ждать жителям. Зима не шутит. В Алданском районе наступившие сильные морозы стали причиной роста холодовых травм у населения. Что делать в случае переохлаждений и обморожений, что советуют врачи? Аэрофлот вернулся. Авиакомпания выполнила первые рейсы Якутск-Москва и обратно. 100 тысяч за 300-го ребенка. В Ленском районе счастливым родителям новорожденные вручили денежный сертификат. Эта программа в районе работает с прошлого года. И коротко о главном. Обзор актуальных новостей и событий в Мирнинском районе. 11 декабря в аэропорт Якутск из Шереметьево прибыл первый в осенне-зимнем периоде рейс авиакомпании «Аэрофлот». В зимнем расписании аэропорта перевозчик будет выполнять 5 рейсов в неделю, кроме среды и воскресенья. На воздушном судне Boeing 737-800 сегодня в Якутск прибыли 126 пассажиров. В Москву рейс вылетел при полной загруженности. Напомним, с 27 октября авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты в Якутск. Однако в начале ноября после переговоров руководства республики, администрации аэропорта и руководства перевозчика достигли в итоге договоренности о возобновлении регулярных полетов между Якутском и Москвой. Тем временем Минтранс намерен исключить вторичный досмотр авиапассажиров. Министерство разработало проект поправок в правила проведения предполетного досмотра пассажиров, их багажа и ручной клади. Исключение планируют сделать для тех, кто летит на одном и том же воздушном судне и под тем же номером рейса, то есть транзитом. Перевозчик делает посадку в промежуточном аэропорту для дозаправки или по другим причинам, например, смены экипажа. Транзитный пассажир в это время может выйти из самолета и прогуляться по аэропорту. Сейчас он обязан после этого снова пройти досмотр для прихода в чистую зону аэропорта, и для посадки в самолет, возможно, эта процедура изменится. Допущена к эксплуатации ледовая переправа муниципального значения в Хангаласском районе Булгуняхтах, Тойонары по реке Лене до 3 тонн. Кроме того, повысили грузоподъемность на 2 других ледовых переправах в Момском районе Хану-Сабалох до 10 тонн и Хану-Борсыгы до 10 тонн. В общей сложности на территории республики эксплуатируют на сегодня 26 ледовых переправ. Ну а главную ледовую переправу республики Якутск-Нижний Бестях ориентировочно откроют 5 января. Об этом сообщает Упордор-Вилюй. Работы по подготовке этого автозимника идут сейчас полным ходом. Репортаж Ульяны Шагиной. Для бульдозериста Андрея Бугуева это уже 10-я по счету переправа. Несмотря на сложные условия работы, дорожники торопятся открыть дорогу в срок. Каждый год делаем дорогу жизни. И вот пробиваем лед. Второй трактор расчищает. 2 бригады заливают это утолщение льда, намораживает. А моя задача только пробивать лед. Бывает, лед толстый, набивает это. Здесь, когда паром ходил, они набивают. И вот это, как его, разбиваем. А так, работа как работа, тяжелая работа, но мы привыкли. 10-я переправа. Протяженность ледовой дороги будет составлять 12 километров. Работы ведутся по всем направлениям. Это 2 основные полосы по каждому направлению и 2 резервные. Проезд будет открыт для машин, масса которых будет ниже 10 тонн. Работы идут согласно графика.
И примерный срок открытия движения по ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях будет открыт 5 января. Сейчас здесь ведутся работы по обустройству подходов с обоих берегов Лены, устройству дорожных полос для движения автотранспорта, а также работы по наморозке льда для увеличения несущей способности ледового покрова. На данный момент вот видим пробивку главной дороги. Тут работает 2 легких бульдозера ДТшки. Они пробивают торосы, и потом за ними идут бригада заливщиков. Сроки открытия автозимника могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния толщины льда и погодных условий. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. К другим новостям. Все федеральные телеканалы постепенно переходят в цифровой формат. На сегодня в России в формате DVB-T2 вещают 20 каналов. Они разделены на 2 пакета. Это так называемые мультиплексы. Оба эти пакета бесплатны для просмотра, нет никакой абонентской платы. Достаточно иметь у себя телевизор или ресивер, принимающий DVB-T2 сигналы и антенну. Теперь у зрителей есть выбор: приобрести такую приставку и смотреть 20 бесплатных каналов в высоком качестве, либо оплачивать абонплату и оставаться на кабельном ТВ с гораздо большим списком каналов. Какой вариант выбрать, чтобы не остаться в том числе без национального телевидения, рассказывает Кристина Якупова. Снежную картинку и порой отсутствие звука сменяют новые технологии. В доме престарелых и инвалидов подключают цифровое телевидение. В Якутске и некоторых районах уже работают оба мультиплекса. Теперь все горожане могут смотреть бесплатно 20 каналов в высоком качестве. Главное – приобрести специальное оборудование. Очень хорошо, что сделали цифровое телевидение, потому что мы часто собираемся в фойе, хотя у нас и есть в комнатах телевизоры, но мы собираемся всегда в фойе и смотрим, и слушаем передачи. Раньше плоховато показывала, а сейчас очень хорошо показывает. Но в бочке меда не без ложки дегтя. В бесплатной 20-ке каналов нет региональных. И эта проблема волнует не только Якутию. Национальное вещание практически по всей стране оказалось вне цифры. Впрочем, продолжить смотреть региональные каналы можно будет на кабельном и спутниковом телевидении. Правда, уже не бесплатно. Еще один вариант – старое доброе аналоговое ТВ. То, что касается региональных вещателей, то есть в частности программ НВК «Саха». К сожалению, пока не определен механизм трансляции федеральных мультиплексов. Но я надеюсь, что все-таки в ближайшем будущем этот вопрос разрешится, для того, чтобы программы НВК «Саха» могли также присутствовать в цифровом эфире. На это надеются и многие жители Якутии, кто привык получать информацию и смотреть любимые передачи на родном языке. Впрочем, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны утвердили максимально безболезненный поэтапный переход на цифру. Так, полностью в цифровое пространство федеральные каналы перейдут только с 3 июня. До того у якутян есть еще время определиться с предпочтениями и выбрать свое телевидение. Кристина Якупова, Илья Сырмятников, Якутск. В корпусе технических факультетов СВФУ открыли компьютерный класс. Он оснащен горно-геологической информационной системой «Микромайн». Этот комплекс предназначен для студентов преимущественно старших курсов. Они теперь смогут ознакомиться с современными информационными технологиями подсчета запасов месторождений полезных ископаемых. Кроме того, класс будут использовать для обучения работников и повышения квалификации специалистов горно-геологической отрасли. Если изначально это было просто подарили класс и подарили программное обеспечение, то сейчас мы стараемся создать полную цепочку воспитания профессионалов вплоть до последующего их трудоустройства. То есть это информационные научно-исследовательские центры. Очень многие студенты также участвуют в разработке алгоритмов наших программных продуктов, которые помогают оптимизировать работу программного обеспечения в том числе. В Ленском районе родился 300-й малыш в этом году. Маргарита, так назвали родители свою дочь, появилась на свет с весом 3 килограмма 970.
На торжественной выписке малышки из роддома заместитель главы района вручила родителям сертификат на 100 тысяч рублей. Эта программа в районе действует с прошлого года. Именно по 100 тысяч рублей получает каждый 100-й ребенок. Денежный сертификат Наталья и Григорий планируют потратить на ипотечный взнос. Опять-таки можно сделать вывод, что молодая семья остается жить здесь. Они приобретают здесь жилье, да, у них родилась вторая дочь. Замечательно. Мы от всей души желаем этой молодой семье счастья, процветания, достатка, всего самого-самого хорошего. В Якутске в Саха-цирке показали сказочное представление под названием «Земля, согретая снегами». В основу легла известная история Карины Чикитовой. Представление масштабное и первое в цикле большого проекта «Легенды Арктики». Завтра его увидят воспитанники детских учреждений Якутска, а сегодня его оценили почетные гости. Отметим, что в представлении помимо сказочной линии отражены все направления социальной деятельности Алмаз-Эргенбанка, который к своему 25-летию выступил генеральным партнером этого проекта. Одна цифра, что более трети жителей Якутии пользуются услугами именно нашего банка, уже говорит сама за себя. И говорит о том, что за эти годы банк снискал заслуженное доверие и оправдал те задачи, которые на него были поставлены. В последние годы перед банком были поставлены ряд задач по оптимизации бизнес-процессов, по наращиванию капитала, по повышению позиций федеральных рейтингах. И можно констатировать, что с успехом банк с этими задачами справился. Сейчас короткая пауза, 40 секунд. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Долгожданный бесконечный ремонт в 4 многоквартирных домах Якутска не завершили капитальный ремонт, как это объясняет фонд капремонта, чего ждать жителям этих домов. Зима не шутит. В Алданском районе сильные морозы стали причиной роста холодовых травм у населения. Что делать в случае переохлаждения, что советуют врачи? Коротко о главном. Обзор актуальных новостей и событий в Мирнинском районе. Якупова. Один из домов, где не завершен капитальный ремонт, хотя по плану работы должны были закончить еще в сентябре этого года. Чего же теперь ждать жителям многоквартирного дома и действительно ли его отремонтируют в следующем году? Летом работы наконец начались, но, увы, такой долгожданный ремонт радости не принес. Полностью отремонтировать дом не успели. Страх жильцов подтвердился, работы перенесены на следующий год. До конца сентября осталось 6 дней. У нас 128 квартир в доме. Все лето не могли собраться сделать, а сейчас они хотят за 5 дней все запустить. Я недовольна вообще капремонтом. Не знаю, ничего не делается. Я возмущена тем, что капремонт пришел на нуле. Все недоделки и брак будут устранены в наступающем году, уверяют в фонде капитального ремонта. Виноват недобросовестный подрядчик, который не выполнил в срок поставленные задачи. За такие работы, которые были расторгнуты нами, за работы, которые не приняты нашей организацией, специалистами фонда, оплата не производится. Браковые работы у нас ни в коем случае образом не оплачиваются. От уплаты взносов на капремонт освобождаются и жильцы многострадальных домов. В Якутске это 4 адреса. Помимо Ярославского 30/1, еще и Автодорожная 38, Халтурина 6 и Мерзлотная 29. Да, по таким моментам у нас расторжение уже идет, и в следующем сезоне строительном мы заново это объявим, эти объекты. То есть и все вот эти непринятые работы будут устранены. И надеемся, что подойдет уже более квалифицированная подрядная организация, и браковые работы будут своевременно устранены. Основные критерии определения очередности проведения капитального ремонта – дата его последнего проведения, год ввода в эксплуатацию здания и техническое состояние. Также немаловажный фактор – поступление взносов за капремонт от собственников. От этого и зависит, когда будут отремонтированы фасад, инженерные системы, фундамент или кровля. Краткосрочный план у нас формируется фондом капремонта и на ближайшую трехлетку 19-21 год. На стадии разработки. Сейчас в данное время ведется работа по составлению проектно-сметной документации и мониторингу данных работ.
До конца текущего года краткосрочный план у нас будет утвержден. В весенний период работы у нас начнутся. Кристина Якупова, Григорий Николаев, Якутск. В Нерингре дальневосточная генерирующая компания и другие поставщики ресурсов собирают деньги с жильцов в порядке прямых договоров. Ситуация в районе складывается таким образом, что при взыскании с жильцов задолженности за теплоснабжение и горячее водоснабжение нарушаются многие законы, а страдают от этого прежде всего люди. О чем идет речь, в проблеме разбиралась Тамара Игнатьева из Нерингри. Ольга Николаевна является председателем ТЦЖ своего дома 3-й год. У нее под отчетом все 80 квартир. В целом по дому злостных неплательщиков нет. Тем не менее, буквально на днях она получила решение арбитражного суда о выплате якобы задолженности ТЦЖ перед ДГК. Объясняется такой факт. С нас снимают 157 тысяч с расчетного счета, а на самом деле у нас задолженности по этим квартирам нет. Как вот это? Это получается, собирают двойную оплату, что ли, из ТЦЖ, из жильцов? Есть, безусловно, в городе дома, где все-таки имеются должники, которые годами не платят за тепло и горячую воду. Но ТЦЖ считают неправомерным выставлять счет всему дому. Они даже предлагали теплосбыту пойти на более кардинальные, точечные методы борьбы с недобросовестными жильцами. Я предлагал им письмом: давайте отключим подачу горячей воды у должников, создать комиссию и отключить горячую воду. Это позволяет закон. Но, может быть, где-то подтолкнуло бы этих должников к этому, но, к сожалению, они отмолчались и ничего не сделали. Даже ответ не написали. Таким образом, отдел теплосбыта хочет привести к тому, чтобы управляющие компании перевыставляли долги неплательщиков на ТЦЖ, то есть и на добросовестных плательщиков. Председатель Ассоциации предприятий ЖКХ Нерингринского района Владислав Алексеев считает, что к такой схеме взаимоотношений ДГК пришла постепенно. Начиная с мелких ТСЖ, которым выставлялось 3-8 тысяч задолженностей. Потом уже предоставились иски в эти ТСЖ управляющие компании на средние суммы 30-50 тысяч. Они не имеют возможность нанять юрист, потому что для защиты прав это порядка 80-90 тысяч. Эта практика нарабатывалась в течение 3 лет. Я считаю, это как спланированная схема. Основная проблема – отсутствие прозрачности финансово-хозяйственной деятельности при начислении и сборе платежей с населения. Отсутствуют подписанные двухсторонние акты сверки задолженности, являющиеся основным документом, подтверждающим размер задолженности. Расширенное заседание с представителями ресурсоснабжающей организации ДГК и управляющих компаний намечено на 1-й квартал 2019 года. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В Алданском районе наступившие сильные морозы стали причиной роста холодовых травм у населения. Что делать в случае переохлаждений и обморожений? Что советуют врачи? Сюжет Татьяны Вахниной. Минус 30 для нас тепло, смеются 3 друзей алданцев. О том, что длительная прогулка по холоду может привести в больницу, как-то не думается. Между тем, отморожение на севере – беда социальная. Наступившие в Алданском районе морозы повлекли рост холодовых травм. За последний ноябрь-декабрь месяц, наверное, порядка уже 10-12 пациентов у нас на сегодняшний день ходят в поликлинику, наблюдается с отморожениями 2-3 степени, то есть это когда уже там требуется перевязочный процесс, оказание медицинской помощи. На сегодняшний день, насколько я знаю, 2 пациентов находятся у нас в травматологическом отделении с более тяжелыми отморожениями. Пребывая длительное время на морозе, человек перестает ощущать низкие температуры. Принято считать, что в большинстве случаев причиной переохлаждения становится злоупотребление алкоголем. Наверное, здравый человек, который ведет здоровый образ жизни, наверное, и будет соблюдать нахождение на улице там не столько много часов, наверное, это не произойдет. Только на те люди, которые употребляют. Что делать в случае переохлаждения, у каждого имеется свой арсенал методов. Впрочем, иногда вопрос ставится не об эффективности этих методов, а о степени вреда. Интенсивное растирание и прикладывание к пораженному участку льда или снега может только усугубить ситуацию. Снять всю одежду, наверное, растереть, наверное, каким-то спиртосодержащим или спиртом, или одеколоном, наверное, растираешь это место. Я лично ничего такого не делал, но кто-то говорит, если
холодно, то и в холод надо, как бы так. Отморожение, в основном кистей, стоп и пальцев, у большинства поступающих в больницу пациентов врачи относят к категории тяжелых. Зачастую позднее обращение, когда полностью утрачивается чувствительность, а кожа приобретает пугающий черный оттенок, приводит к ампутации. Некроз грозит заражением крови. Как можно быстрее нужно обратиться к медикам, как можно быстрее получить первичную медицинскую помощь и осмотр специалистов для оказания квалифицированной помощи. Врачи запрещают заниматься самолечением. На пораженный участок необходимо наложить сухую повязку из любых подручных средств, чтобы наступило самосогревание тканей. Для терморегуляции организма рекомендуется теплое питье. Следующим шагом должно стать обращение в больницу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Россияне смогут бесплатно ловить рыбу на водных объектах общего пользования. Соответствующий законопроект Госдума рассматривает во втором чтении на пленарном заседании. В первом чтении законопроект правительство страны приняли в декабре 2013 года. Ожидается, что рыбалка будет бесплатной на всех водных объектах общего пользования. А вот чтобы поставить сети, в большинстве регионов придется заплатить. Однако бесплатной такая рыбалка останется только на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и Сибири. Академия наук Якутии отмечает юбилей 25 лет со дня основания. В столице состоялось торжественное заседание научной общественности, посвященное этому событию. Приглашенные гости из Академии наук Башкортостана, Татарстана и Сибирского отделения поделились результатами деятельности за последние 5 лет. Сегодня Академии наук этих республик обеспечивают комплексное научное технологическое сопровождение социально-экономического и культурного развития регионов. С памятной датой коллектив Академии поздравили представители правительства, республики и министерств за заслуги в области науки и многолетний плодотворный труд. Работникам Академии вручили государственные, ведомственные награды и благодарности от парламента республики, Министерства образования и науки, администрации Якутска. 25 лет назад было очень оправдано решением президентов Башкортостана, Татарстана, Саха-Якутии, Чечни образование таких национальных региональных академий. Руководство республики очень понимает и надеется на помощь перед стоящими задачами перед республикой, также и у нас в республиках. И я думаю, вот такими сообщими делами развитие будет продолжаться, и роль науки будет еще больше возрастать. В Якутске в Театре оперы и балета готовятся к премьере спектакля «Корсар» по одноименной поэме Байрона, сочиненной в 1814 году. Либретто написали Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и Жозеф Мазилье. Так, балет «Корсар» включен в репертуарный план театра, и, как отметили работники культуры, они с ним связывают большие надежды, хотят выехать с ним в Москву. Спектакль посвящен 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа, который первым поставил «Корсара» на русской сцене, и к единому дню открытия Года театра в России сегодня прошел генеральный прогон спектакля, а сама премьера балета состоится 13 декабря с 18 часов 30 минут и 15 декабря в 17:00. Вообще спектакль сам по себе очень интересный, он у нас уже ставился на нашей сцене. Правда, это было к фестивалю «Стерх» мы делали, тоже посвященный Петипа был, и танцевали ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра, но это был такой совместный спектакль. А сейчас спектакль уже такой уже наш, он будет в нашем репертуаре, танцуют наши солисты, все сделано. Постановочная группа тоже свои, в общем, те, которые работают у нас в театре, поэтому я думаю, что этот спектакль будет жить долго на нашей сцене, он интересен, и вообще зрители любят его. В Новосибирске презентовали игры «Дети Азии». Сибирский федеральный округ представят 84 спортсмена. Напомним, первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек. На сегодняшний день о своем участии заявили 20 стран мира. Организаторы ожидают, что это количество увеличится до 25. На этом у меня все. Далее смотрите обзор актуальных новостей и событий в Мирнинском районе. Слово Марфирине Алексеевой.
В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. Накануне прошел открытый финал Алмазной лиги КВН. Участниками стали коллективы из города Ленска, Мирного, Удачного и поселка Ихал. Всего более 10 команд. В финал вышли команды 50/50 город Ленск, Сдвиг на фазе Удачный и победитель третьей открытой Алмазной лиги сборная ветеранов Алроса города Мирный. Финалисты были награждены денежными сертификатами на 60, 30 и 10 тысяч рублей, а также победителям вручили путевки в санаторий Белокуриха. КВН нужен для общения, в первую очередь, для развития умственного, какого-то физического в каком-то роде. Но самое главное – это общение. КВН – это знакомство с новыми людьми, с новыми какими-то, может быть, профессиями, там еще что-то. В процессе, когда подготовки КВН, ты знаешь очень много. То есть познавание вообще мира в целом. На базе детской, юношеской спортивной школы, а также школы номер 12 прошла 14-я региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Участие приняли ученики с 16 образовательных организаций района. Представлена 221 работа. В рамках конференции организовано проведение стендовой защиты и работы по секциям, а также дополнительный конкурс для всех участников – это защита докладов на английском языке. Мероприятие является не только выявление талантов, а вообще в целом приобщение ребят к любым видам творчества, к научному творчеству, дизайну, работе в программах там, программирования, занятиям робототехники. Это очень помогает им в дальнейшем развить какие-то дополнительные возможности. Год театра начинает всероссийскую эстафету. 13 декабря состоится официальное открытие года театра, и старт будет дан в Ярославле. Эстафета будет подхвачена всеми театрами нашей страны. В Мирный она придет 18 января, завершая год волонтера. А на этом пока все. До новых встреч в эфире. Үтөке болуын эфирге сақа сире информационный бери студияға Эдуард Руды. Сунтарга бахартын төтоғыны бұғавыт қорсын саналақ Уолчан Ариан Алексеев қанны үйренер туғынан жарықтанар әбеті. Бен сыл тоқтолы сөқіледер атымны генератор оңырын тағарар кыллыду бұтуынан генераторы Айбыт Анатолий Чомчуев санаты.
Бүлі бастағы күлетігер беріні болтар, сорсунна болчуттарға бейге бүлі тәустар білік петсірітті. Төті ғоны уаттан бұғабыт Кырачан Ариан Алексеевка жорой үрдік атының әрерге бару тарық сорыс ұлыспа үлені ұйтар. Қорсын олчан қанны үйренері, онына туғынан жеріктанары ұлыстағы корреспондент салғыр. Иксаллах быһыга уолуян калбакка түрген сөптөк быһаарыныны ылынан корсун быһыны оңорбут Ариан Алексеев сунтардагы лесной оскола 400 кылахан үйренәчите. Кини үйрәгар кыһаллыгас билиге жулухулах ордук аагарын онна физкультура урогун сөбүлүр. Ариан быһы оскола бутербасты класстан үйренер. Быйыл 400 класс болла. Кини олус үйрүннәң санатын кахандым түһәрбет. Меджи оглар истерге сүйрен көтөн оңюрун. Ариан эркихили семик менонну бар ким багарар оголору быһы этедир. Олар әри уаттан самны батак Кырачан олчан жигнәк жоройду быһыны оңордого. Мен Ариан чугаста барыгым. Көрдөстөк бүтүнө кине бие комессор. Онна бие бирге хайын тахажонночубут, футболлачубут, велосипедин катаалыр. Катаалачубут. Кыргыттар кандагы атагыстабат. Кыралар кабайт камлессер. Онна кени үйрөкө тахсылжар. Онна биге Ариан кен туттабыт. Элбек догордох түргенник бир тылы булар. Каханда туактан да толлан турбат Ариан үчүгей табарыс. Үөл улакан огото болан эппетнестек жонугар көмө тирек болар. Кини улааттагына быхачы идетин бахылыр саналак. Осколага элбек табарыстырдак бен учуталар жейдик үйрөтелер. Спасатель болухум багарабын. Спасатель хорсун болуктах, он куттаны хоктах. Букурдук Кырачан жорой доготторун аттытыгар үйөрө көтө сылжара көрүакка үчүгей кинияка жорой үрдүк атын иңерен саңа жылы омнуллу баттык көрүстүн. Нургуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Андайдуға соқ 1 мегаватт кымталақ атомный генератор айбыт учуынайынан Анатолий Чамчуев болыр. Бұл генераторы 500 кеолары қотығылы ұстарын электрин уотунан сылағынан 5 сылыстата тоқтолы соққа черкіқта дир аятчы. Онуға көрір қарая сапас чағын ұларты ирдеммет әстер құттала әме соқ. Сихили Елизавета Васильева сюжетігер. Суола ейхе суох рақсатар улустарга тук кахалгата курук бар. Ардыгар чох кәмигер тейбәкке ити быстан қалар түгенері тақсатчылар. Бұ кахалганы туаратары руккута үйе білулуғын бағылыға Чернобыллағы атомны электростанцияға болбут сақыл содулун туаратар штаб салаячта Анатолий Игнатьевич Чамчуев Мега Сайенс ден андойдуға суох 1 мегаватт кымталақ атомный генераторы толкуйдабыт. Кенебелейтерінен бурутан сайды мұңутур тоғыта. Мануль элетерге 30 миллион солкобай ирденер. Бу мантан бу генератортан туран бу булуахалартан ол от берачыта барар, мантан туран турбалар баралар. Онна олонна пульт бар. Аны бирүсүгө же кнопканы баттан араран кеби якын көһөрө гыннакына. Атомный станциядан нугарар баккын. Колубра тиксиге олонно 5 тыгынча кехолора шеригер кайдак манныктырың урокко хөбүн ону отработкалаты бут. Генератор билингите макетер бар бырайыга рос атом учунайдарын иннигер көмүскенбит. Туг бар концепцията кайдак туттулар инструкцията барта бар. Чагылхай толкуyu бастыга атомный электростанция айылдыбыт Обнинскайдагы физико-энергетический институты үйір. Карчы көрүлүннәгына учунайдар 2 сылустата ажоң рохсон тургутан барар кахтактарден Анатолий Игнатьевич санатын үллестер. 10 мегаватта оңордокуна хамы улахан 10 мегаватта оңорокко хөбөбүт бу принципинат. Бу хүрдө гота хаңа принцип. Бу анда ду хаңа туттулар. Онна туран эти урут туттуллу бут оттугу туттулар. Эннегенен үттү да барбат каябаттаганы радиациятын колура кухете иренген аппараттагы даже кыра. Эннегенен туактаганы хүрдө маны биологическая защита деген борустой багайы. Аны бейлери де жектергәтләр ол фейге кайдага хегетини белгеттен. Онтон бен ол Чернобыльга хеджен өйдө принципи туттарнада тинден.
Ondan bu oğullarga bilgin belem. Bu kurduk an döydürdünen soğuk generator olukka kirdağına üp as ottukka itiге uakka barammat. Sanan kördökka kihitağaya soğuk kurduk. Olaren bu bartana ukanan da kastan bıçakçı den aptar kepsir. Anatoliy Ignatievich soğuru doydular bu generatorgam sırallar. İz jingin bile atılha da sıtıllar dir. Olaren kini tolkuydabıt tobulum. Töröbüt saham seriger tuhağa taqsaray den bütçüm sanalaq. Elizaveta Vasilyeva, Elias Ramyanikov, Jakutskay. Қаңлы сұлуғыл бұлгүняқтақ тойон ары қайысқанын үст тоннаға дері ұйықта транспортқа мұғынан сол арылынна. Мұғмал ұғар қону соболақ қайысқанын, оны қону бор сығы еккердігер 10 тоннаға дері ұйықта транспортқа сыры көңілленне. Бүгін күнне Аққа Республика дөнен сүйілбі алтта мұғынан сол үлелер. Икки бульдозерінден білген бастан күжімағын арасты өт, қолын көндірін. Ondan o kentten brigad uğutçılar bağlar, brigadiler уже muğun kalınğatan beribit. Bilgin manna muğun kalınğa bu 35-4 santimetre bolar. Onu bihe где-то arayar bitigar hatta onun santimetre gadılı уже kalınğatı taqbit. Üle barata grafikinden baratorar. Şüve. Uspedi bit. Білеулуғын бастықы күйлетіне елегер арсарға аты бұт сорсуна бұлчыттары Петр Васильев, Андрей Федоров, Гаврил Николаев. Себеске бұласылдырғыр әлбәқ петилетка бастабыттары Оройон Республика чемпион бұлчыттарынан бұл бұттыры. Бейге білуті ауыстар бөлік бөт салғыр. Андрей Яковлевич Федоров білген ағуан ұлтыс қарыр үктенбет нәхіле бір ұбасына кіржаға. Төхеді сағырда жонын сәргетін бұлттан алттан білген ағата сылжар. Бұда сырға көсі бітіген мұнқалан көміс құтырықтағынан көрісті. Өндірін нәхілегер әдірер чимне ағбайын әддағы чыттар балдырыттан үйерер. Бұлды көді жауы. Бұқаға. Алтын қатары болды. Әбі көмілі høйдемін біле. Бөлілер үйен көмендер. Оны көмі høйдем. Кыджык ажырғалы болатларды бұчарас қарғы сылғылары кейләвәттер. Bir сылғыны тадды бұтта деністен нәйле бір бастың болчута Василий Васильев дол ис көрі барар. Онна сеңі бұлан болтты харға тұрунар. Әтәдің көтөніңгі көтіңгі тиеммен бұл бұтым хеңлерін. Онна ұл бұтым. Урат тағаны иелерін ұл бұтым. Иккес күмме. Онтан соқонан бар. Әбі уран беттім. Соқонан барамын кыратын ұл бұтым. İkis bölünü. Onu estekle konan baran bağa bu üsühün oldu. Orada bir nedele. Bir nedelenden bu ühünlerin oldu. İtinni bir nedeli eğer üstte bölünü suağında ayaksız eğer opsa 12 bölünü bultadı. Mana tahına basili tülahtır ki yan dağıtır bultar. Bu yıl sen bultuydum dirsa sunna bulçup bud. Beğen oldu. Dinler kanalı bobuyor diyen. Onu bu beğen oldu. Tılın ulanman. Bu kurağı bu hıcar. Tılam annete. Ondan kasbetim. Ondan tortuğ. Ondan bu toruğundan torustuğun ayağından. Bu kapkan toruğu da üye koyduğun bir yer orulu oynuyor. Ondan hennağına bu kapta bu sedetten bu. Otakattan bu toruğu solar. Toruğuna kapkanı batak toruğu. Kıcağız bu çıtta bu tuyaktana katıran Vasiliy Össe bayanayın toz koydun. Bay karatayan kuruk arçılı arangatçılı zırıttın. Zakabatı soyun ekente kolisa bülüp. Наука академиятын сақа сиренаға салата түрттемміті сүлбе 5 сыллағы білуін белетері. Кейін қораққа академия білугер анамбыт наука общественнаға кыттылақ үйрілақ мұнях ұтылынна. Тәрәңі аңырылыбыт наука академиятын Сибирдегі салатын, оны тәңі Башкортостан, оны Татарстан республикаларын, наукаларын академиятын представителері кәннекі 5 сыллағы өлелерін түмігін білейін әдділер. Беле күнінен академия коллективін республика правительствата министерствелер әғадделәтілер. Бастың үләйеттерге сударствыны бедемствіне наградалары онна мақтал сұруқтыры тұттардылар. 25 лет назад было очень оправдано решением президентов Башкортостана, Татарстана, Саха-Якутии, Чечни образование таких национальных региональных академий. Руководство республики очень понимает и надеется на помощь перед стоящими задачами перед республикой, также и у нас в республиках. И я думаю, вот такими сообщими делами развитие будет продолжаться и роль науки будет еще больше возрастать.
Национальная библиотека историческая салатыгар Александр Солженицын төрөбіті сүйіз сылғараналлах литературная кия болды. Ағыда үйдулу серитігерін күттілаға бойы оржаннақ артиллерия қапытана Солженицын доғырғыр сұрғын ехін 1904-5 сыллаққа қайыға бірағылылар. Ғырахан ғырынан ғылжар омық сергер үйрілілер, онна келін уларты тұту кәннеттен дойдутыға төннер. Россия сүрбе сүйетінәға бір биллер классик сұруячыта литератураға Нобелевская лауреат Александр Исаевич Матрёнин двор кәпсәнін один день Ивана Денисовича сәхенің онна сүнкен айымнетін архипелаг Гулаг романын оғылыр оскола сағаттан үйретелдер. Биллер хуруячы Александр Исаевич Солженицын Süs terabit süs solgaranamıt terahin Rusya bütün ülkeden ütülla torar bugün bu bir hacı kuskayga emiye kene hanamıt bu terahinge John Serge entelihgen kelle tağıca taqa bu behege olapod doydubut historiyatıgar ulahan jayılaq bu hemay göğüskü hülcübüta bu kavarı bilebet. Sorunum olan atnan operonuna балет сударственный театргар Англия поэта Байрон тынчағы 114 сыллаққа сұруйбыт поэматыгар олығыран айыллыбыт Карсар балет спектаклі тұруралар. Бұл балет театр репертуарын бұланығар кирбит культура өлеттері спектаклі кенеғас кетен Москваға илжен көддірі саналақтыр. Спектакль бұл балеті Россия сынатығар ан бастан тұрурбыт биллер хореограф Мариус Петипа төрәбіті 200 сылығыр онына Россия театр сылы арыллытығар ананар. Бүгін спектакль генеральный репетицията болды. Оттон сақат сынатығар сүректеніте бұй 13 күнігер кие алтта аңар частын онына 15 күнігер кие 5 аңар частын болуға. Мен еккес премьераның күлібін, балет Карсар, сүрінер олым Конрад болар, ол балетка. Балет ғарахан, по-актерский ғарахан. Ки оролдығар кередігерен ғарахан хауыз. Көрәтшілер әрінәбін сөбеліқтер әдемін. Білімне әппетен ұй болла, олеген қайдағара өттін хөбірлерін көрі бағарабыд. Бейгі соның мұт етіннік әтәңе болу.